Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Якутия – крупнейший и самый холодный регион России, поражает туристов и путешественников красотой своей природы, самобытностью и богатством культуры, добрыми, интересными и гостеприимными людьми. Об итогах зимнего туристического сезона и планах на весь этот год мы поговорим сегодня с гостем нашей студии Аркадием Ксенофонтовым, временно исполняющим обязанности генерального директора Агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха-Якутия. Аркадий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочу вот о чем поговорить. Какие были самые популярные направления у туристов этой зимой в нашем регионе? Только не Ленские столбы. Ну, если исключаем Ленские столбы, то у меня будет такое решение, как Аймикон полюс холода. Но Аймикон полюс холода у нас уже лет порядка 15-10 все равно остается актуальным. Если говорить о новых направлениях, то в этом зимнем туристическом сезоне больше всего, можно сказать, посещало туристов это Алданский район, так как там находится горнолыжный курорт, и все уже начинают понимать, что данный курорт уже предназначен именно для туристов. Если в первую очередь его рассматривали с точки зрения как спортивный объект, куда приезжают все сборные, то сейчас со стороны более такого туристического. Это очень отрадно. И по новым направлениям очень отрадно то, что в этом году, по нашим данным, проехало 4 автоэкспедиции по арктическим районам. То есть сейчас туристов привлекает Якутия не столь с точки зрения именно Аймикона полюса холода, а именно с точки зрения автотуризма по арктическим районам. И вы вот, наверное, в прошлом году, вот где-то в декабре к нам приезжал и блогер Алексей Жирухин на «Зеленом москвиче», да, и порядка еще 3 экспедиций, которые все-таки решились посетить нашу Якутию. Что касается мероприятий, то это, конечно же, наш фестиваль «Зима начинается с Якутии». Это зажжение первой новогодней елки страны у нас в Якутии. И в этом мероприятии приняли участие также наши сами муниципальные районы, которые подключились к этому мероприятию. Второе – это Аймикон полюс холода. Сам принимал там участие в качестве организаторов, и меня поразило то, что там были туристы и иностранцы, то есть вопросов закрытия таких не было. И, конечно же, в этом году мы организовали первый фестиваль, можно сказать, мультифестиваль, это САС, то есть по-якутски «Весна», так как в этом году у нас год детства, и мероприятия были все-таки направлены на детскую аудиторию. Вот если говорить о событийных мероприятиях в плане маркетинга, это же дает, я насколько понимаю, очень позитивный эффект. Да, довольно позитивный, потому что самая ключевая задача наших событийных туристических мероприятий по международному опыту, да, по национальному опыту, они аккумулируют все, можно сказать, маленькие события в большие события. То есть если к нам турист будет приезжать на определенное туристическое событие, как «Зима начинается в Якутии», он здесь может в рамках этого фестиваля посмотреть другие фестивали. То есть у нас там проводятся гастрономические фестивали, это «Вкус Якутии», заплывы моржей проводятся, различные зимние активные какие-то мероприятия, конкурсы скульптур. То есть именно такие события, событийные мероприятия в части туризма, они привлекают туристов на посещение еще больших событий. А вот, ну, вы сказали, что в Арктике в этом году в нашей как никогда много туристов. Это радует, то есть та самая цель, о которой мы долго говорили, она наконец-то начинает притворяться в жизнь. Что сами туристы говорят? Но меня, например, очень поразила автоэкспедиция Алексея Жирухина на «Зеленом москвиче». Этой автоэкспедиции дает понять нашим туристам о том, что в любую точку Арктики, да, даже на самом севере, и даже зимой в Якутии под минус 50 можно доехать на любом автотранспорте. Об этом он и постоянно и говорил. И этот факт дает понять туристам, что можно путешествовать по Арктике. В принципе, и все условия, и когда туристы нам приезжают в Арктику, именно в целях посещения ее достопримечательностей, они понимают, куда они едут. У них там не будут VIP-гостиниц, да, люксовых, там, душ, туалет в самом здании, да. Они понимают, куда едут, и ради этого они сюда и приезжают. И как никогда вот автоэкспедиции в Арктику – это очень отличный инструмент для продвижения Арктики. Ну, в общем, экстрим. Да, это экстрим полностью. А с зарубежными гостями общались? Потому что вот мне, допустим, всегда было интересно, чем привлекает, допустим, африканцев и индусов наш север. Но ведь можно, чтобы увидеть снег, можно же поехать в тот же Китай, либо, ну, я не знаю, в Москву, там же тоже есть снег.
Почему именно к нам? Да, я в Аймиконе общался с туристом из Индии, тоже спрашивал этот вопрос, чем на самом деле привлекает наша зима в Якутии, да, и не представляете, какой у них был ответ. Они говорят не о зиме в Якутии, то, что здесь у нас холодно, да, они в первую очередь говорят о людях, которые живут в таких суровых условиях. Они в первую очередь приезжают к людям именно. Сколько не говоря Аймикон полюс холода, для них всегда остается таким притягательным люди, которые живут в самом Аймиконе. А вот помимо фестивалей и традиционных уже наших мероприятий по типу «Зимы начинается с Якутии», что-то новое еще было для туристов приготовлено в этом году? Для туристов, к примеру, сейчас очень активно у нас развивается гастрономический туризм, и у нас проходил наш национальный фестиваль «Россия» на ВДНХ, да, и наша гастрономическая кухня в Доме российской кухни выиграла гран-при, то есть заняла первое место среди всех регионов нашей России. Тем самым туристы, они начали понимать, что можно приезжать, и тем, исходя вот из этих нашего потенциала и наших перспектив, вот в Аймиконе полюса холода мы впервые с другими организаторами организовали гастрономический театр «Вкус Аймикон». То есть это нам дает такие именно перспективы, чтобы туристы, когда приезжали к нам в Якутию, вне зависимости, куда они приезжают, в Якутск, в Мирный, да, в Нерюнгри, где прямые рейсы, они могут получать именно те гастрономические наши блюда, которые, ну, можно сказать, продвигаются вот в национальном и на международном уровне. Аркадий Анатольевич, вот еще о чем предлагаю поговорить. Можно ли, суммируя то, о чем мы раньше уже обсудили, сказать, что Якутия стала центром туристического, одним из центров туристического притяжения для жителей нашей страны? Да, об этом можно полноценно говорить, потому что туристы, есть такая тенденция, то, что после пандемии многие туристы начали больше путешествовать. Да, это показало, то, что в закрытом помещении нельзя находиться, и создало тренд на внутренний наш туризм. И когда туристы начали в 2021, 2022, 2023 году посещать более такие места, как Байкал, да, Владивосток, Кавказ, да, Алтай, да, сам вот общался с туристами, которые все посетили, и для них новая точка, возможность, это была Якутия. И как раз вот и автоэкспедиции вот в Арктику, да, и туристы, которые к нам приезжают и в рамках событийных мероприятий, которые будут у нас сейчас в этом году «Дети Азии», да, международное наше такое ключевое событие, да, оно вот мы в поисковых запросах в Яндексе и Google специально организовали такую аналитику, ну, откуда идут запросы именно по турам в Якутии. И как раз в прошлом году, вот с осени, когда мы продвигали все наши событийные мероприятия, то, что будет у нас «Дети Азии», и туристы начинали искать как раз. Вот у них организуются и отпускные, то есть в декабре, в ноябре как раз идет сезон отпусков на следующий год. И мы по запросам видели то, что Якутия становится по запросам там в тренде больше, чем другие регионы России. Слушайте, а туристам в этом году летом-то нам нашим повезло вдвойне, даже втройне. Смотрите, «Дети Азии», Эсэх сначала Туймады, потом Эсэх Лонховом-Гинском районе. Дальше сплавы, там, бизонарии, вертолетные экскурсии. Да, Одно дело привлекать нашей зимой устоявшейся, но надо же чем-то еще привлекать и летом. Ну, вот смотрите, здесь, да, многие туристы, у нас сейчас запросы идут именно на Эсэх Туймады, да, но у нас же есть и крупное наше событие, это «Дети Азии», да, и всех туристов мы заранее предупреждали, то, что в связи с участниками у нас будут все средства размещения, ну, забиты, то есть мест особо не будет, останутся более такого квартирного типа. И они начали более планировать на посещение нас в августе, то есть после этого сезона, так как по учетам предыдущих сезонов, да, летних, август самый тихий был и самый спокойный, то есть минимум было туристов. Но в этом году оно равномерно распределяется в связи с детьми Азиями, Эсэхами, и в августе будут именно тот поток туристов, которые не смогли приехать на эти наши праздники. И сейчас думаем с муниципальными районами о том, чтобы сделать какое-то событие именно в августе, чтобы туда как раз и приехали наши туристы. А что насчет медицинского туризма, не думали? Вот я общался с медицинским сообществом, они говорят, к нам активно приезжают лечиться с Дальнего Востока, и даже корейцы и китайцы.
Да, мы этот факт подтверждаем, потому что у нас сейчас есть строится вот и онкологический диспансер, да, на Дальнем Востоке, и мы знаем по офтальмологической нашей больнице, что к нам приезжают, да, и когда они приезжают, там, ну, к примеру, сдают анализы, да, и ждут какое-то время, 3-4 дня, мы этот вопрос обсуждаем с нашими туроператорами, чтобы они активнее начали этот момент, так как это спрос, это предложение, чтобы они предлагали свои услуги, также дополнительные, да, дополнительные к нашим туристам, чтобы они посещали. Но если у них свободные дни, там 2-3 дня, они могут там съездить и в Булус, и в Кюрюлюр, да. Активная работа, наши туроператоры начинают работать и с турагентами. Если говорить о том, что есть опыт именно выезда наших туристов в рамках медицинского туризма, например, в Китай, то этот опыт у нас только-только нарабатывается. Его нужно переманивать, и нужно его настолько полноценно использовать, чтобы это уже пришло в привычный для наших ритм. Аркадий Анатольевич, я хочу в конце обсудить важную тему. Это все-таки цены. Существует, не знаю, как долго существовал этот миф, и миф ли он сейчас, что в республику к нам приезжать дорого. Во-первых, авиабилеты, транспортные различные расходы, гостиницы. Сохраняется миф сейчас? Стало ли дешевле? Ну, спрос рождает предложение. Если, например, порядка где-то 10 лет Ваймикон тур стоил больше, ну, по тем временам больше 100, да, тысяч, потому что конкуренция была маленькая. Там ездили 2-3 туроператора, да, то на данный момент там туроператоров стало чуть ли не больше в 3 раза. То есть это создает такую некую конкуренцию, то, чтобы и тем самым падает, можно сказать, цена. Но мы сейчас очень активно, наше министерство, оно участвует в различных наших грантах и субсидиях в рамках и национального проекта «Туризм, индустрия, гостеприимство», чтобы субсидировать как раз вот их затраты именно, потому что когда организуется какой-то тур, то очень большие затраты возникают у наших предпринимателей. Тем самым вот эти субсидии, гранты, которые организуются, да, как поддержка государства финансовая, она эти некоторые расходы и покрывает. Тем самым и цена и падает. Ну, то есть даже если брать в сравнении с той же Дальневосточной Камчаткой, все равно у нас получается дешевле. Не сказал бы то, что дешевле, это все-таки в зависимости от рынка самого туризма. Вот по примеру Аймикона, если более 100, порядка 10 лет, то сейчас в этом сезоне можно было в Аймикон полюс холода с города Якутска где-то за 40 тысяч съездить. Туда и Всего обратно. 40 000. Да, и это еще и с рыбалкой, и с гастрокухнями, и с посещением резиденции Чесхана. То есть рынок и государственная поддержка как раз и старается регулировать тенденции на стоимость. Ну, слушайте, это вполне себе даже доступно, я могу сказать. Аркадий Анатольевич, я уверен, что летом наша республика сможет удивить и зарубежного, и нашего российского туриста. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи в эфире.